С 16 по 18 ноября в Санкт-Петербурге прошел 6-й международный культурный форум. От нашей республики туда отправились руководители ведущих музеев и театров Мордовии. О своих впечатлениях они рассказали на пресс-конференции. Площадки форума были размещены в знаковых местах. Основная в главном штабе Государственного Эрмитажа, а деловая в Российском этнографическом музее. У каждого из наших заслуженных культурных деятелей осталась своя маленькая радость от форума. Директор Республиканского дворца культуры Сергей Кузьмин доволен вступлением своего ведомства в Союз концертных организаций России. Это своего рода признание того, что наш дворец является крупной концертной площадкой в России, а не только в нашей республике. Не все концертные организации туда вхожи, я честно скажу. На сегодняшний день только всего 94 организации. В рамках Российской Федерации это не такое большое количество, но нам повезло, нас приняли, рассмотрели нашу кандидатуру. Ну, конечно, союз этих концертных организаций дает и правовую поддержку, прежде всего, но и также дает очень много в концертной деятельности. Директор Национального театра Светлана Дорогайкина призналась, что по окончании форума поняла, учиться нужно многому и активнее внедрять новые формы взаимодействия со зрителем. Некоторые эксперименты на сцене уже проводятся, а вскоре мы увидим настоящий инверсивный спектакль. Как его нужно сделать, наглядно показали на форуме. Теперь дело за малым – перенести эти идеи в наш театр. На одной из площадок, конечно, было очень интересно, что же такое иммерсивность. Иммерсивный театр, который сейчас везде по всей Европе, то есть говорят о том, что ой, это чудо, это как они это все делают. Мы, придя, послушав, конечно, и чуть-чуть узнав об этом, оказывается, мы уже провели почти иммерсивный спектакль, как раз столетие революции. Это иммерсивность в том, что привлечение зрителей как можно ближе к актерам, задействовать их, то есть завлечь их в это действие. Зритель-участник. Девиз, под которым работала наша делегация в Санкт-Петербурге – «Культура будущего». Именно на него, опираясь на опыт прошлого, работает сейчас наша культурная общественность. 6-й международный культурный форум дал ей необходимую энергию для дальнейшего развития, и уже в скором времени мы увидим новые и революционные идеи в культурной жизни республики. Ольга Ермакова, Максим Тузин, Евгений Фролкин. Народные новости.